Едва якутская заполярная река Молода освободилась ото льда, алмазодобытчики приступают к промывке песка, заготовленного за зиму. В ход идут экскаваторы, самосвалы, запускаются сортировочные установки. Огромным ковшом экскаватор подает алмазосодержащий песок в специальный бункер. Отсюда начинается процесс обогащения. Работа настроена таким образом, чтобы фабрика не останавливалась круглые сутки. Таких комплексов на прииске сразу 4. Каждый способен переработать свыше 300 тысяч кубометров песка. Здесь он проходит несколько этапов сортировки. На выходе получается концентрат, из которого извлекают драгоценные караты. Спецмашина подъехала, забирает весь концентрат под пломбу, под документы и все. Самое ценное у нас в этой машине с алмазами. Идет цех окончательный довод. В этом году затяжные холода внесли свои коррективы в рабочие процессы. Промывочный сезон стартовал на 2 недели позже обычного. Специалисты готовятся приложить все усилия, чтобы выполнить план – промыть почти 1,5 миллиона кубов песка. С природой мы бороться не научились. Так что придется нам наверстывать за счет производительности в течение сезона и удлинять его в осенний период. На рост объемов работы настроены и в автотранспортном цехе прииска. Слесари в любой момент готовы приступить к ремонту и обслуживанию крупной техники. Вот это белазовские двигателя стоят, вот эти 12-цилиндровые, я вам уже 240-е эти. Максим Егорович Петров – один из самых уважаемых людей на прииске. Механик по должности, изобретатель по призванию. Недавно сам придумал и сделал станок для разборки и сборки гидромеханических частей многотонных самосвалов. Благодаря ему значительно сократилось время на ремонт автомобилей. Раньше без этого мы собрали, перебрали, а белаз поставим, не работает. Придется опять ее полностью разбирать. Ну, сейчас удобно же. Саня, как? Удобно, да? Конечно, удобно. Одновременно с увеличением производительности продолжается освоение территорий. Для этого соединили 2 берега реки Молода современным мостом, который в ближайшей перспективе позволит приступить к разработке новых месторождений. Перспектива у нас рассчитана на этот мост на 10 лет вперед. Он будет использоваться, это 100%. А если геологи нам еще что-нибудь преподнесут, ну, может, еще лет 20 послужит. Короткое северное лето для алмазодобытчиков Заполярья и Якутии обещает стать по-настоящему жарким. Со всех своих приисков они планируют извлечь около 5 миллионов карат драгоценного камня. Бесперебойный процесс уже налажен. Впереди несколько месяцев кропотливой работы. Дмитрий Макаров, Василий Соловьев. Вести. Булунский район, Якутия.